То есть это скрывается. Значит, друзья мои, согласно программе, у меня доклад о состоянии и перспективах развития региональной, экологической, я бы еще добавил слово зеленой политики. Во всем мире экологические партии, зеленые партии занимают ведущее место. А у нас власти любят много говорить об экологии, значит, объявляют года. У нас конференция, как называется, год экологии, задача общественности. Год экологии 2017. А мы еще не забыли год экологии 2013. Когда наши президенты, там в Москве Путин, здесь Хамитов объявили год экологии. А что мы поимели в тот год? А нам стало доступной для средств массовой информации и для жителей информация о том, что начато строительство того самого Кроношпана, что разрабатываются значит, проекты строительства ядерного радиоактивного могильника в устье Лемезы, что разрабатываются проекты восстановления, возобновления строительства атомной электростанции в Агиделе и прочее. А тот министр, который хотел там технопарк для производства сельскохозяйственной техники и автодорожной техники, Вагапов был сразу же Роберт уволен из правительства. Вот. Поэтому получается так, что незаконные вот эти застройки, разве они могут быть без участия органов власти, от Кремля и Государственной Думы до Сельсовета и, соответственно, их руководителей? В этом самая большая политика. Мы тоже начинали, общественники, помните, в конце, я вижу здесь людей, с которыми мы работали в 90-х годах, в начале 2000-х, и что-то получалось. Мы отстаивали зеленые легкие города, значит, по крайней мере, потом компенсации нормальные этим садоводам. А те, кто занимался наукой, как Нола Вениаминовна Тайш, уважаемые, значит, и которые выращивали фундуки, которые вообще не имеют права жить в этой полосе, да? Она селекцировала такие фундуки и добивались того, чтобы застройщик все-таки по возможности перенес ее, этот опытный участок, на новое место. Это было начало 2000-х. Я был руководителем общественной организации защиты прав землепользователей, садоводов и других. Да? Работал, чего-то добивались. К середине 2000-х стало понятно, что без вхождения в партийную политику невозможно ничего добиться. И тогда от великого ученого Алексея Владимировича Яблокова, бывшего некогда основателем Greenpeace Советского Союза, а потом до 1993 года, до 3 октября, был советником у первого президента России Ельцина, а 3 октября, когда Ельцин расстрелял Белый дом, то есть законно избранную власть, Верховный Совет, он ушел от него. Так вот, это большая политика. Было предложение создать свою партию, экологическую партию. Союз зеленых России, Зеленая Россия. И мы вот здесь сидящие, многие из нас стали членами этой партии. Единороссы, что? Мы набрали по России 16 тысяч членов. В Башкирии была мощная организация. Помните, экологические специальности были в учебных заведениях. И вступали молодые люди целыми группами. Когда проводили даже первую конференцию учредительную в индустриально-педагогическом техникуме. Так вот, потому что все стало замкнуто в России, вся жизнедеятельность замкнута была на политику, на партийную именно политику. Мы набрали 16 тысяч, а единороссы большинством голосов в Думе и поддержавшие КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия подняли порог регистрации партий с 10 тысяч до 50. И нас по этому поводу не зарегистрировали. И в конце 2006 года, значит, Минюст нас не регистрирует, мы пришли в ту самую партию Яблоко. И поэтому сейчас я говорю как политик прежде всего, хотя остаюсь директором Гражданского фонда правозащиты, информация, культура и продолжаю отстаивать экологические права граждан и право на нормальное жилище, право на нормальное, значит, пространство для комфортной жизни. Значит, и сейчас вот в рамках партии Яблоко. Но сейчас, когда мы оказались в социально-эколого-политическом кризисе страшнейшем,
и экономическом кризисе. Причем из-за той власти, которая сейчас у нас вот руководит от этого самого Кремля и Госдумы до сельсовета, это без них не может быть. Потому что, значит, то самое соглашение о строительстве Карнашпана, как выяснилось позже, Хамитов подписал еще в 2012 году. Вот этот президент, бывший когда-то экологом, да? Вот интересная история получается. И вот получается так, что нынешние депутаты и нынешние политики, и руководители, даже если когда-то они числились экологами, как Хамитов, да, они абсолютно не понимают, что такое зеленая политика. Значит, состояние региональной политики. А как она может быть, региональная политика, строится, и те самые, отпускаться какие-то средства государственные? Там дело-то в том, что средства такие нужны для санации химпрома, что здесь не то, что Башкирия, Россия одна не справится. Это должен быть международный проект. Это страшная история, и причем затратная. А когда деньги бюджетные уходят на бомбардировки в Сирии, с каждой бомбой 8 миллионов падает в никуда, да когда калибры запускаются из кораблей в Каспийском море, это огромнейшие деньги. До какой экологии? До какой экологии дело, скажем, Путину и его группировки с Ежиным, Ротенбергом и прочим? Им надо ввести Платон, чтобы с каждого из нас вот эту свою фискальность собрать какие-то с нас деньги. А беда-то в том, что это все сказывается на нашем с вами здоровье, на здоровье наших детей, на здоровье наших внуков. У меня младший сын, рождения 89-го года, который попал как раз в 90-м году вот под эту раздачу диоксинов и фенола безмеренно, да, а трубопроводы-то нигде не заменялись, водичку-то очистили, а только вот все эти остаточные явления, они продолжают оставаться. Мне приятно видеть, что среди нас сейчас профессор Назаров, который знает эту тему лучше меня, и в отношении Карнашпана, значит, его поддержка была замечательна. Только видите, им сейчас ни на граждан, ни на академиков. Вот. Поэтому мы идем в эту политику для того, чтобы и региональную политику нивелировать. Говорим о реальном федерализме, о том, чтобы регионы, ведь когда-то Башкирия была донором регионом, сейчас дотационный регион при таком Баштек-нефтянке, который присвоен кем, думаете, Рахимовыми? Отцом и сыном, да вот, да нет, основным бенефициаром была группировка Путина. Без его участия в 2003 году эта афера бы не прошла. Вот. Это политика. И я вам еще раз говорю, если вы будете абстрагироваться от политики, и если вы будете голосовать за Единую Россию, за справедливую Россию КПРФ и ЛДПР, мы так и будем в такой политике. Мы будем дышать теми газами, которыми нас травят. Мы будем пить ту воду отравленную. Это так и будет. Это агитация. Это агитация. Да, агитация. Так, давай ближе к теме. Поэтому, значит, вот это, а все, я укладываю с регламент. Мне больше не надо, понимаете? Мне не надо, вы мне рот не затыкайте, Тамара Николаевна. Понимаете? Значит, наша задача, значит, здесь вот, в Башкирии, это, во-первых, формирование экологической политики в интересах человека и природы. А у нас пока что вырубаются вот эти все вещи, да, но иногда они реагируют. Скажем, нам довелось, значит, в общем, удалось добиться, когда Елалов вырубал, значит, деревья вдоль дорог, расширяя дороги под стоянки. Вот, в общем-то, тут не решалась проблема, значит, добиться высадки деревьев на улице Пархоменко, такие вещи. Значит, добиваться сохранения, значит, этих рек, значит, озер, значит, тех искусственных водоемов, значит, и введение, конечно, о чем говорил Александр Калинович, введение вот этой глубокой вторичной переработки отходов, а не просто банальной свалки, то, что происходит в Стерлитамаке. То, что у нас, значит, вот эту черту города взяли, перенесли самовольно. Депутаты, вы говорите, в чем тут политика? Да при том, что депутаты городского совета приняли решение изменить в пользу, значит, вот этого свалки, этого полигона ТПО, значит, изменить границы города. Абсолютно не знакомясь ни с каким с мнением граждан. Я не хочу жить в такой стране, в такой республике, в таком городе. Поэтому я и пришел тогда в политику. И пришел в партию Яблоко в качестве фракции «Зеленая Россия».
И на выборах я отстаиваю именно эти, значит, возглавляя региональную часть федерального списка на выборах Думы 7-го созыва, да, отстаиваю именно эти положения и ту самую экологию, которая начиналась с меня как с общественника. У меня все. Все, спасибо. Есть вопросы? Да. Владимир Ильич, там, сейчас, да, вы выступите, потом Расуль